Дефицит республиканского бюджета в следующем году составит 8 миллиардов рублей. Его планируется покрыть за счет реализации ценных бумаг и активного участия в федеральных программах. Соответствующий проект закона сегодня на комитетах рассмотрели парламентарии. Татьяна Супряткина узнала, какие направления остались приоритетными, а какие нет. К формированию регионального бюджета депутаты приступили еще месяц назад. За это время народные избранники рассмотрели 16 из 18 госпрограмм, которые, по сути, и являются основным источником расходной части бюджета. Проект закона о региональном бюджете просчитан до копейки. Строгая отчетность и жесткая экономия – вот главный принцип целевого расходования средств. Сегодня, очевидно, увеличение доходной части в перспективе ожидать не стоит. Одни только налоги, а точнее их низкая собираемость, жестко бьют по казне. А потому перед всеми ведомствами стоит задача как можно активнее привлекать федеральные средства. В федеральном бюджете, а именно большая часть межбюджетных трансфертов для субъектов, она еще не распределена, так как по многим министерствам и ведомствам это носит именно такой конкурсный характер распределения. Так что уже в течение исполнения, в течение 2016 года, уже именно в процессе исполнения бюджета мы, конечно, уже будем уточнять объем наших безвозмездных поступлений. Но здесь хочу сказать, что все министерства и ведомства очень активно включились в данную работу, да, и здесь, конечно, мы очень вплотную работаем как именно с министерствами и ведомствами федерального уровня, так и активно подключили сейчас и наших депутатов, конечно, и представителей Совета Федерации. Бюджет 2016 останется социально ориентированным. 70% расходов пойдут на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения. Это единственное направление, которого не коснулась оптимизация. Зато все новые стройки в республике заморозят, будут достраивать лишь уже начатые объекты. В первую очередь у нас коснулось секвестирования, это инвестиционной, адресной инвестиционной программы. Если там было порядка где-то около 4 миллиардов рублей в этом году, то мы выйдем на 1,6 плюс 800 миллионов рублей – это строительство под переселение. То есть всего 2 с небольшим, так практически в 2 раза секвестируется. Но мы когда смотрели программу образования, сегодня в России и председатель правительства озвучил, Дмитрий Анатольевич Медведев, что стартует программа поддержки регионов по строительству школ, потому что садики помогал региону, мы с садиками справились, и сегодня 3 года и выше уже очереди нет, а есть еще очередь только с 1,5 до 3 лет. Но сейчас эти дети, которые были в садике, они сейчас пойдут в школу. А это значит, республика может столкнуться с новой проблемой нехватка мест уже в школах. Например, в столице большинство учебных заведений уже работают в 2, а то и в 3 смены. Поэтому в республике запланировано строительство 4 школ, в том числе и в Сыктывкаре. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.